Это уйгурская автономия, издревле называемая родиной танцев и фруктов. Лепешки, шашлык из сочной баранины. Дедушка, играющий на дутаре. Международные торговые улицы, интернет-знаменитости, изысканная кухня, кибербары, французские кафе и одри Востока. Киберпанк-бар. Французская кофейня. Все очень хорошо сочетается и сливается. Давайте исследуем этот сплав этничности и моды в Урумчи. Сегодня рано утром мы прилетели в Урумчи. Добро пожаловать! Вы приехали как турист. Да, вы так красиво по-национальному одеты. Я впервые пробую это. Что вы порекомендуете? Традиционные лепешки с мясом и молочный чай, Отканчай. А здесь есть еще и горячие блюда. 5 горячих блюд. Тут 26 видов гарнира. Есть варенье или мед и сахарные булочки. А это чай с молоком. Называется Отканчай. А это сливки, сверху слой масла, а снизу молочные пенки. А это у нас называется ассорти. Все можно брать, но нельзя докладывать, брать только один раз. Оплата через Alipay – 18 юаней. Спряталась маленькая французская кофейня Патиссери. Здесь каждое утро рождаются хрустящие круассаны с идеальной слоистой корочкой, нежный макарон с всех цветов радуги, воздушные эклеры, тарталетки с ягодами и теплые багеты, которые только что вышли из печи. Кофе-латте с бархатной пенкой идеально дополняет этот французский праздник вкуса. Когда-то это было просто хобби, а теперь стало главным. Хозяйка-уйгурка сама встала на кухню, делает торты и вкладывает всю душу в каждый десерт. Никаких полуфабрикатов, только честная ручная работа и любовь к ремеслу. Рекомендуем идти сюда за атмосферой настоящего парижского кафе. Мягкий свет, приятная музыка, вкус и ощущение, что даже в Урумчи можно оказаться во Франции. Главная цель – исторический музей уйгурской автономии. В Уйгурском музее мы больше всего хотели увидеть руины Лоуланя, Гаочана и других древних царств западного уйгурского края. А главное – легендарную красавицу Лоулань. Мумию, которая пролежала 4000 лет в песках Такламакана и прекрасно сохранилась, рассказывая нам о древних предках современных уйгуров. Но эти 4 зала оказались на реконструкции. Но в музее и без того множество древних артефактов. Но вдруг мы увидели на витрине экспонаты, которые заставили глаза засиять. Это древние уйгурские сладости, преодолевшие 1000 лет. Цвет и форма этих сладостей сохранились на редкость хорошо. Как будто древние предки уйгуров только что закончили их готовить и еще не успели попробовать. Мы внезапно почувствовали беспрецедентную связь с историей. Уйгурская история – это не только каганы и идикуты, и не только монастыри и манускрипты. Это могут быть и обычные люди, и такие детали жизни, как сладости. Это вкус, созданный такими же уйгурками, но 1000 лет назад. Глядя на девушек-уйгурок, делающих сладости, невольно подумалось, так где же настоящая родина современных французских десертов? А теперь переместимся на Гранд-базар. Здесь царит очень насыщенная и шумная жизнь. Это торговая улица в уйгурском стиле. То, что там продают, является чисто уйгурской спецификой.
Здесь можно попробовать уйгурские деликатесы, от супов шурпа и мампар до жареных потрошков и шашлыка. Уйгурские тандырные круассаны – лепешки всех видов и вкусов. Нам понравились жареные лепешки с мясной начинкой. Это гуштнан. А ягненок, запеченный целиком в тандыре, такого вы еще не пробовали. Чтобы растрясти все съеденное за день, надо обязательно посетить спортивную площадку. Здесь проводят аэробные упражнения и различные игры современная уйгурская молодежь. А вечером заглянем в танцевальный клуб. В Урумчи их достаточно много, на все вкусы и пожелания. Но что интересно, здесь предпочитают свою современную уйгурскую музыку. Они будут там танцевать свои уйгурские национальные танцы. Ночные бары работают до 5 часов утра. Их часы работы действительно очень шокирующие. Поэтому мы захотели прийти и испытать это. Атмосфера определенно отличается от нашего внутреннего Китая. Здесь дискотека или клуб – это совсем другое. Мы подумали, что они подрались, а оказалось, они затягивали стеснительного друга потанцевать. Наконец все вышли танцевать, наверное, наш стеснительный парень тоже. И на танцполе много людей танцуют, уйгурские девушки под современные ритмы танцуют уйгурские национальные танцы, и это выглядит действительно необычно и круто. На танцполе мы практически не увидели ни одного китайца хань, но позже появился один певец на сцене. Да, Урумчи сегодня – это совершенно новый способ презентации шелкового пути 2.0. Новое прочтение философии кочевых красок и древних уйгурских торговых караван-сараев, где древняя уйгурская цивилизация становится цветными кубиками лего.